кто-то будет в одно ухо говорить, не надо этого делать, кто-то будет другой говорить наоборот, что ж ты ничего не делаешь, давай еще сильнее, да. Но я стараюсь в этом плане не быть навязчивой мамой, ну и больше поддерживать, меньше критиковать. И хороший директор, хороший руководитель, он эти вопросы должен решать вместе со своей административной командой. Но без интересного, профессионального, мотивированного кадра все это не будет иметь никакого смысла. Кадры, конечно, всегда решают все. Всем большой привет, я Валентина Варламова, автор проекта «Из первых уст». Я очень люблю общаться и изучать частоты людей, которые добились определенных высот в своей профессиональной области. И сегодня у нас в гостях Мария Петровна. Мария Петровна, здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Добрый день. Хорошо. Да, супер. Расскажите, каким был путь в профессию и кто вы по образованию? Ну, путь в профессию, он был на самом деле не очень-то, наверное, и осознанный. В плане того, что я поступила на факультет иностранных языков. Тогда это Якутский госуниверситет был. В 90-м году, в 1990 году. Это было такое время, когда происходило много разных преобразований. Наше поколение – это те люди, которые родились в одной стране, сейчас живут уже, по сути, в другой стране. Поэтому, конечно, это наложило на нас отпечаток, и выбор иностранных языков тоже был с этим связан. К тому же я успешно выступала на региональных олимпиадах по иностранным языкам, поэтому пришлось, скажем так, идти на эту стезю. Учитель немецкого языка была очень активная, Ольга Михайловна Кычкина нас хорошо готовила, и мы вот, закончив республиканскую физико-математическую школу при Якутском госуниверситете, тем не менее пошли на гуманитарную специальность. Затем закончила и пошла в аспирантуру по методике преподавания иностранных языков. Ну, как-то так и пошло-поехало. А каков профессиональный путь? Я, получается, по окончании университета работала, осталась в самом университете и выполняла две функции. Первое – это я вела немецкий язык для студентов, тогда он был достаточно распространен. И второе – это создала ассоциацию выпускников Якутского госуниверситета. То есть это с вас началось? И затем поступила в аспирантуру и так и, в общем, осталась в педагогике, получается. Но когда я защитила диссертацию, в то время я перешла уже в систему подведомственных учреждений Министерства образования республики. И параллельно также я работала в разных ипостасях, искала себя, скажем так. Ну, время было такое, когда и стипендию задерживали, и зарплату задерживали. И поэтому были такие разные заходы. И вот я помню, для меня был очень интересный опыт, когда я учила английскому языку детей в детском саду. И я поняла, что на самом деле действительно самые талантливые, самые благодарные и отзывчивые, восприимчивые учащиеся – это дети дошкольного возраста. Чем старше, тем тяжелее учиться по разным причинам. Поэтому действительно, чем раньше начинают дети познавать мир, воспринимать, получать знания в игровой форме прежде всего, тем полезнее. Поэтому у меня очень теплые воспоминания об этом. Также еще успела поработать журналистом в парламентской газете «Ильдумен». Как раз она только создалась, и меня пригласил. Тогда главным редактором был Константин Федоров, сейчас, по-моему, в Конституционном совете. И тоже это был такой интересный опыт. И тогда я, хотя я была филологом, но прошла такую школу, когда как грамотно подать материал, фильтровать слова, подавать эти слова, как оттенки, нюансы этих слов. Было очень интересно. Была команда такая профессиональная. Но так как я в молодости хочется все успеть, у меня, конечно, была еще интенсивная такая личная жизнь в плане того, что поступила на работу и очень быстро ушла в декрет. Ну, как-то так все одновременно шло. В молодости как-то все успеваешь.
Да, и когда не замечаешь. Да. Да? Ага. Согласна? Да, и это не кажется сложным. Ага. А сейчас как? Ну, сейчас, дети, конечно, уже подросли в основном. Большинство уже взрослые люди, младший только остался школьник. Сейчас не нарадуемся на него, конечно Ой. же. Класс. Поэтому помню, когда школу заканчивала, думала, что ну все, школы попрощались, и, наверное, уже туда вряд ли попадем. Звонки уже закончились. Ну, не тут-то было, конечно. Поэтому всегда со школой вместе, и как родитель получается, и как педагог, управленец. Кстати, мы об этом поговорим. Вот. Сегодня каким вы видите образование города Якутска? Образование города Якутска сейчас очень насыщено. Ну, к примеру, если в улусах республики сейчас насчитывается порядка 76 тысяч учащихся, то в городе Якутске 54 881. То есть очень такая насыщенная для нашей малонаселенной республики на самом деле в этом плане город. И думаю, что это имеет, конечно, больше плюсов в плане того, что насыщенная образовательная среда, все очень динамично, школы загружены у нас по полной. Ну, скажем так, вот сейчас любят все считать с экономической точки зрения, это, скажем так, очень экономично, да, получается. Ну, конечно, трудно на самом деле, когда классы переполнены, но тем не менее по качеству образования мы держимся на хороших позициях. И в этом году у нас, например, 8 стабальников. Это только по муниципальным учреждениям. А так на территории города у нас еще Международно-артическая школа дала одного стабальника, республиканский лицей-интернат. То есть подавляющее большинство это те учащиеся, которые учатся на территории города Якутска. А по стабальникам мы сегодня сбавляем обороты или наоборот растем? Ну, по городу Якутску мы растем. Супер. Хорошо. А каким вы видите образование города Якутска давайте на ближайшую перспективу, через 3 года? Через 3 года я надеюсь, что будет больше вариативности выбора для детей и родителей. Во-первых, по дошкольному образованию у нас сейчас очень активно развивается частный сектор. И, например, сейчас уже 45 негосударственных организаций по дошкольному образованию с охватом порядка около 4000 детей. И они, конечно, берут на себя, во-первых, тех детей, которые не могут попасть в муниципальные детские сады ввиду отсутствия прописки и других каких-то нюансов, в том числе, например, по особенностям здоровья. Второй запрос – это, конечно, то, чтобы более интенсивные программы шли, например, для детей, которые интересуются чем-то. Поэтому, мне кажется, частный негосударственный сектор, он в этом плане будет хорошо развиваться для дошкольников. И второе, это вот по профилизации. Нам важно, чтобы дети активно профориентировались, и не то, чтобы мы их настраивали на конкретную профессию, а чтобы мы им помогли затем легко входить в профессии и быть такими успешными, не то чтобы именно работниками, а людьми, которые понимают, что они могут делать и что может быть востребовано при этом. Вот важно же это соотношение для того, чтобы быть успешным. Извините, поэтому придуманы профильные классы? Сейчас как таковых профильных классов же нет. Мы говорим 10-11 классы, там идет уже индивидуализация по углублению. И ребенок может выбрать тот или иной профиль. И в одном классе могут сидеть, по сути, с разными интересами дети, которым обеспечивается индивидуальный образовательный маршрут. Поэтому здесь мы будем... То есть у нас, конечно, по привычке есть название классов, но в целом, да, сейчас это уже не столь, скажем, требуется. И позиция, по-моему, единой федеральной образовательной политики состоит именно в этом, что ребенок должен идти индивидуальным образовательным маршрутом по тем возможностям, которые имеются как в школе, так и за ее пределами. Поэтому я думаю, что мы
будем идти к тому, чтобы у нас в городе Якутске наша образовательная среда, пространство было открыто для всех детей. А не так, что если ты в одной школе учишься, то можешь пользоваться только теми возможностями, которые есть в этой школе. Я считаю, это ограничивает Да, я согласна. возможности ребенка, и чтобы не было такого, что вот, как родители же иногда хотят прямо попасть только именно в эту школу, в надежде на то, что только в этой школе ему все дадут. Ну, чтобы такого не было, а было понимание, что ребенок в надежных руках всей системы образования города Якутска. В любой школе и в любом садике. Скажите, пожалуйста, а какими управленческими решениями вы сегодня гордитесь больше всего? Но если именно на этом посту, Да. ну, допустим, когда я только пришла сюда, то сразу стали поступать обращения родителей по дежурным детским садам. Оказалось, что дежурных детских садов не было очень давно, ну там лет, наверное, 20. И мы видим, что потребность, конечно, растет, и важно поддержать родителей в том, чтобы они могли и работать, и при этом не беспокоиться о том, куда направить ребенка, ну, чтобы ребенок был и в безопасности, и мог развиваться. Поэтому мы ввели эти дежурные группы по всему городу Якутску. У нас сейчас, например, порядка 1800 детей с 1 июля в дежурных группах посещают. Ну, то есть потребность она нарастает с каждым годом. И родители это хорошо уже знают и делают. Потом мы очень рады тому, что у нас за 2022 и за 2023 годы 11 и 13 объектов, соответственно, школ прошли капитальный ремонт и модернизацию школьных систем образования в рамках федеральной программы. Вот мне, как молодому специалисту, очень интересно, за какими, как вы считаете, специалистами успешно будущее образования города Казань? Ой, Якутска, извините. Я думаю, так же, как и в Казани. Скорее всего, потому что, опять же, мы находимся все в едином федеральном образовательном пространстве, и у нас у всех есть и общие, я думаю, проблемы, и есть какие-то общие подходы и достижения. То есть мы говорим о том, что молодежь сейчас отличается, конечно, от старшего поколения. А вот чем? Ну, тем, что, во-первых, она пользуется большим разнообразием источников информации. Быстро очень это все обрабатывает. Плюс еще, так же, как и вы, пользуются всевозможными устройствами, технологиями. Да, и это, получается, дает возможность разговаривать с детьми на одном языке и быть с ними на одной волне. Чего про старшее поколение сказать, конечно, сложновато. Ну, кто-то есть такой, но таких все-таки не так много. Да, вот это точно всегда плюс. Но это, наверное, было всегда. И будет мы тоже, всегда. Да, мы тоже, когда были молодыми специалистами, мы тоже очень активно общались, и нас любили наши учащиеся, помнится. Наверное, через пару лет я буду то же самое говорить. Помнится, меня тогда любили. Просто, видите, я сейчас не веду образовательный процесс, поэтому я так говорю. Потом, я думаю, что сейчас важно действительно быть таким, как сказать, не просто предметником сильным, да, а быть интересным человеком, личностью и харизматиком в том числе. Поэтому здесь нам важно, мне кажется, помочь молодежи, которая хочет вступить в педагогическую профессию, помочь в этом. И профориентационно мы видим в этом проблемы, конечно, потому что все-таки престиж профессии учителя, педагога вообще сам по себе такой, скажем, не является безупречным. То есть к нам идут в профессию или действительно по велению души, или вот от того, что деваться некуда.
Баллы низкие. Да, Да. да, да. Ага. Поэтому чем выше будет все-таки статус учителя и общество, и в целом органы всевластия, да, ответственные структуры будут в этом содействовать, тем, конечно, система образования будет крепче стоять на ногах, потому что кадры, конечно, всегда решают все. Мы можем вбухивать сколько угодно миллиардов на матбазу, на информатизацию, цифровизацию, но без интересного, профессионального, мотивированного кадра все это не будет иметь никакого смысла. Вот как руководителю замотивировать своего специалиста, любого, молодого, возрастного, чтобы он шел в школу с энтузиазмом, чтобы глаза горели? Вот. Я думаю, что прежде всего руководитель должен видеть в нем личность, да, и помочь этой личности раскрыться. Ну, вообще моя позиция, что руководитель образовательной организации это в какой-то мере, и я вот на этом посту, в какой-то мере это продюсер, потому что главный актор образовательного процесса это педагог, учитель. И если ему не способствовать, вот как, допустим, артистам продюсеры в чем помогают? Чтобы у него все хорошо было, чтобы у него голова не болела, чтобы он мог отдать себя творческому процессу. Он не должен думать, там, где у него микрофоны будут, какие и так далее. Вот и по идее учитель тоже не должен о таких вещах думать. И хороший директор, хороший руководитель, он эти вопросы должен решать вместе со своей административной командой. И прислушиваться к мнению учителя, но в то же время быть и наставником, потому что мы все, так как у нас государственная система образования и, опять же, единая федеральная образовательная политика, мы все ее реализуем. Поэтому здесь мы, с одной стороны, получается, вот так двустороннее движение обеспечиваем. С одной стороны, мы прислушиваемся к учителю, помогаем ему развиваться, помогаем ему вести образовательный процесс. И в то же время мы говорим, что вот сейчас у нас важно давать именно то, такое-то содержание. Но как это давать, мы должны ему помочь. Потому что понятно, что образование не стоит на месте и не должно стоять на месте, потому что мы развиваемся вместе с нашим обществом. Образование меняется вот с динамикой социально-экономического развития. Поэтому, никогда такого на самом деле и не должно быть. Если образование ничего не происходит, это наоборот очень плохо, я считаю. Потому что это говорит о застое и о том, что образование никому не нужно. А раз оно все время меняется, значит оно действительно всегда нужно. А вот мы заговорили о руководителях школ. Какой он идеальный директор школы города Якутска? Конкретно, мы говорим о качествах. Да. Характеристики какие? Можно привести живой пример, будет людям, думаю, приятно. Как раз хотелось бы этого избежать, чтобы потом кто-то не заревновал. Хорошо. Я думаю, что это учитель, который, во-первых, сам душой предан системе образования. То есть он не такой функционер, чтобы пришел и занял кресло. Он любит людей, любит детей, конечно, желает, чтобы образование развивалось и старается находить различные ресурсы, инструменты для того, чтобы это все шло. Это, по сути, такой дирижер оркестра, в котором надо управлять очень разными нюансами. Начиная даже от хозяйственной деятельности, которая, к сожалению, много времени занимает, и самое главное — управление качеством образования. И у нас город, на самом деле, он в социокультурном плане очень сложный, насыщенный. В принципе, как и Казань, потому что город и многонациональный, поликультурный. А это как всегда, и Казань. Да, это всегда, на самом деле, осложняет общение. Поэтому это очень сильный коммуникатор, который слышит и умеет разговаривать с людьми очень разных, скажем, категорий. Социальных, культурных и прочее. Вот как вы находите общий язык с такими людьми? С разными характерами, разных скоростей, масштабов? Может, есть у вас какой-то четкий алгоритм, лайфхаки? Вот не могу сказать, что есть четкий алгоритм, но, наверное, действительно, чем больше общаешься,
там уже как бы интуиция должна включаться вообще-то. Ну, во-первых, стараюсь я быть спокойной. Ну, может быть, не всегда это получается, конечно. Я подсела на вашу волну. Да. Спокойствие. Да, доброжелательность. И особенно вот с родителями важно понимание. То есть мне тоже их достаточно легко понимать, потому что я сама родитель. И понимаю, что они, конечно, беспокоятся о том, что для них самое дорогое. И вот этот посыл я тоже стараюсь понять и принять, конечно, обязательно. Ну, а по руководителям, если честно, у нас уже, может быть, не всегда такое бывает глубокое понимание, потому что здесь уже мы уже больше требуем, наоборот, и стараемся к этому всех подтягивать. Но у нас команда управленцев очень такая хорошая, она сильная, дружная. Есть понимание, что надо выполнять те задачи, которые ставит перед нами государство. И, конечно, это самые, скажем так, закаленные всевозможными требованиями, изменениями, сложными коммуникациями люди, которые не боятся трудностей. Потому что быть руководителем и бояться трудностям – это антагонистичное понятие. А чем вы руководствуетесь при выборе, при назначении человека на такую вот должность? Самое главное – это ответственность. Чтобы человек не боялся брать на себя ответственность и нести эту ответственность. Это первое. Второе – это умение общаться. Ну, конечно, профессиональные компетенции – это само собой. Да? То есть и знать и образовательный процесс, и иметь уже некий управленческий опыт, потому что совсем вот без какого-либо управленческого опыта невозможно стать руководителем. Тем более сейчас экономические, такие правовые вопросы, они очень давлеют. Ну и это правильно, потому что надо делать все грамотно. И, соответственно, вот эта грамотность, она тоже важна для руководителя. Ну и должна быть определенная такая харизматика для руководителя, ну, то есть энергетика должна быть. Не такой человек, что вялый, вот сидит и вот, как будто сейчас вот уснет. Стакан воды надо ему подать, чтобы пришел в себя. Без такого. Мы с вами дружим в соцсети ВКонтакте, вот, и мне бывает приятно, когда вижу вашу обратную связь в виде лайков. И вот скажите сегодня, насколько важно учителям, директорам быть активными в медиапространстве? Я думаю, надо для того, чтобы все-таки показывать свои интересы, во-первых, да, чем занимаешься, и главное видеть тоже, что другие делают, что происходит в мире, какие есть тренды. Но я признаюсь, что я не особо-то такой искусный в этом плане человек, и времени не хватает, да. А вы сами ведете свою страницу? Я абсолютно сама. Абсолютно сама. У вас душевные посты. Вот недавно читала про Сардана у вас на даче. Да. За яблони. Да. Ну, я как-то обычно публикую, когда у меня есть такой некий порыв, да. Хотя на самом деле говорят, что надо вести прям очень так. Контент-план должен быть. Да, но почему-то, не знаю, права я не права, но у меня все-таки есть желание как бы делять себя, например, и управление образованием. У нас хорошие паблики управления образования с большим количеством подписчиков, но я помню, даже была такая ситуация, когда вот надо было его привязать к номеру телефона, и мне говорят, давайте ваш номер. Я говорю, нет, я не есть управление образования, и управление образованием не есть я, потому что ничего не бывает вечного, во-первых. Во-вторых, управление образования – это все-таки, скажем, система целая, да, и мы достаточно официально там все это ведем, и активно реагируют там подписчики, да, и мы отвечаем на всевозможные вопросы, а все-таки мой блог, не блог, вернее, как это называется, аккаунт, он был и до этого, и будет после этого, поэтому я бы хотела вот все-таки вот некий свой статус-кво сохранить, поэтому не перегружаю его именно вот таким рабочим контентом. И, как сказать, нет такого у меня, чтобы прям слишком себя позиционировать как руководителя, потому что думаю, что не должно быть слишком много себя самого,
в информационном пространстве. Ну, мне, во всяком случае, как-то кажется. Ну, я не такой человек, чтобы слишком себя много пиарить. Я вот стараюсь найти баланс тоже, чтобы не часто появляться, чтобы не надоедать. Вот, смотрите, в июне, я хочу поделиться приятной новостью, в июне я стала тетей, и когда увидела это чудо маленькое, но я не осмелилась взять ее на руки, в общем, у меня пошли такие мысли на перспективу уже. Какой садик, какая школа, по какому принципу выбирать школу и детский садик. Вот вы, как мама, по какому принципу выбирали садик, школу? Вот интересно. И в какую школу ходили ваши дети? Ну, мои дети в садик шел по выбору, чтобы рядом был. И они у меня все ходили в один детский сад рядом с домом. Ну, благо повезло, что тогда сначала я была как студентка, и там льгота полагалась. Потом стала многодетной, сразу там двойняшки родились. Поэтому тоже интересно. Вот, да. Ну и младший, конечно, само собой уже там по накатанной пошел. Но, правда, вот младший почему-то очень не любил ходить в садик, и мы почти не ходили. Почему-то такой домашний товарищ у меня. Так, и школу тоже мы старались подойти из контекста, чтобы все-таки недалеко было. Но когда старшие дети у меня пошли в школу, тогда не было этого порядка, который сейчас действует, да? Там, по прописке. По прописке, да. Кто куда мог, туда и шел. А как вы находите баланс между работой и своей личной жизнью? Получается у вас это или нет? Я не скажу, что прям хорошо получается на самом деле. И дети мне тоже признаются, что я всегда на работе, у них воспоминания такие детские. И они очень радовались, когда, например, отпуск, и мы куда-нибудь едем. Тогда прям для них это прям праздник такой был. Но в выходные дни я всегда стараюсь сама готовить еду, ну что-нибудь вкусненькое детишкам. Да? И такой я домашний человек, на самом деле, не тусовочный. Я обычно выходные провожу дома с детьми. Ну, куда-нибудь мы, конечно, можем сходить, но вместе. А так ходить там куда-то на какие-то мероприятия, я вот не особо этого люблю, потому что хватает этого и по работе. Ваша домашняя какая-то традиция интересная? Прям такой интересной традиции, мне кажется, вряд ли она есть. Очень обычные такие традиции. Это выезд на дачу. Как-то тоже было такое, что зачем нам эта дача, да? Сено косить. Там нерентабельно, скажем так, да, одни затраты. Но потом, я говорю, на самом деле, это важно, потому что мы вместе проводим время, есть трудовое воспитание для детей. И действительно ничто не объединяет, как совместный труд на самом деле. Ну и дети сейчас тоже привычные, мы никого не заставляем, они сами могут приехать, что-то сделать. Но я стараюсь в этом плане не быть навязчивой мамой, ну и больше поддерживать, меньше критиковать, потому что критиков и без меня достаточно, думаю. Скажите, а как вы отдыхаете и подзаряжаете свою батарею? Помимо дачи, я так понимаю. Ну, на даче-то я на самом деле бывает только выходные, и то не каждый раз. Ну, скажем так, во-первых, это слушание музыки, в зависимости от настроения, она разная может быть. По вечерам я стараюсь немножко так порелаксировать. Тот же уход за цветами тоже помогает. Какие-то мелкие домашние дела, если не всегда, правда, на них сил хватает, но тем не менее. Ну и, конечно, это общение с близкими. Когда с ними общаешься, это всегда очень подзаряжает и дает энергию. Ну и высыпаться. Главное высыпаться и физическая активность. Вот тогда ваш идеальный распорядок дня рабочий? Или можно обычный? Скорее обычный, да? Давайте обычный. Но это после 8 утра обычно я перехожу на работу, корреспонденцию разбираю. Ну, затем у нас идут совещания по проблемным вопросам. Стараюсь также объезд, посещение учреждений включать. У нас 120 учреждений, поэтому все равно нужно иметь представление о том, как они живут, какие есть проблемы. Это очень важно. Визуализация. И периодически мы, конечно, встречаемся и с родителями, с посетителями, да, по каким-то, с общественностью по тем или иным вопросам. Ну, то есть, на самом деле, быть руководителем
управление образованием на муниципальном же уровне, мы говорим, это всегда непосредственное общение с людьми, с участниками образовательного процесса, и с руководителями, и с учителями, и с родителями. И вот когда вот эту всегда обратную связь чувствуешь, тогда ты понимаешь, что ты должен делать. То есть моя работа, она выстраивается именно на том, что мы определяем, исходя из того, что слышим, какие пожелания. В том числе, конечно, обязательно это и надзорные органы, прям очень. Достают. Ну, мы должны. Я считаю, это правильно, потому что... Держать себя в тонусе. Ну, потому что они, во-первых, надзорные органы хорошо знают все требования, правила, там, пожарные, противоэпидемические, прокуратура та же, да? И таким образом мы всегда как бы выверяем вот эту линию, как бы камертон у нас такой разнообразный. Поэтому всегда в тонусе. Я уверена, вы сталкиваетесь с разными ситуациями, хорошими и плохими. Вот ваш совет, что делать, когда опускаются руки? Я думаю так, пройдет и это. Считаете до 100? Нет, до 100 я не считаю. Я так смотрю и думаю, ну, сегодня не все было так плохо, были и хорошие моменты. Ну и еще вспоминает уже чисто по-женски, что ночь пройдет, наступит утро. Вот мы поговорили по поводу советов, и какой важный совет вам когда-либо кто-либо давал, и вот сейчас вы помните его, и запомнили на всю жизнь? Мой научный руководитель, Фомин Михаил Матвеевич, очень мудрый человек был, и он мне говорил: Мария, собака лает, караван идет. И нынешний вот мой руководитель Степанова Наталья Романовна была, она говорила, добавляла к этой же поговорке: ветер носит. То есть я думаю, что важно знать, каким ты курсом идешь, и не отклоняться от него, несмотря ни на что, потому что всегда будут разные мнения. Кто-то будет в одно ухо говорить: не надо этого делать, кто-то будет другой говорить наоборот: что ж ты ничего не делаешь, давай еще сильнее, да? Вот, поэтому надо слушать себя прежде всего, но прислушиваться, конечно, к мнениям людей и понимать, что именно ты сам делаешь, да, и за что ты готов нести ответственность. А вот там, конечно, постоянно какие-то бывают, тем более сейчас в информационном пространстве, очень много разных комментариев. Кому не лень. Да, Все это да, но на самом деле вот то, что бывает такое какое-то чересчур эмоциональное, оскорбительное, мы это просто, как говорится, вот ветер уносит. Что вы цените в людях? Ну, конечно же, это ответственность, прежде всего, да, это порядочность, надежность. Чего вам не хватает для полного счастья вот на данный момент? Побольше свободного времени, наверное, да, и чтобы было меньше, наверное, всевозможных каких-то жалоб, разбирательств, проверок. Вот чего никогда не стоит бояться? Не стоит бояться неопределенности и будущего. Но по моим наблюдениям, именно больше всего этого боятся люди. Окей. Кому вы сегодня благодарны? Я благодарна прежде всего своей семье за ту поддержку, которую мне оказывают, и за то, что моя жизнь, она интересная и очень насыщенная благодаря им, да, своим детям за понимание. Вот они у меня очень такие добрые и талантливые, я думаю, люди, гораздо талантливее, может быть, даже, я думаю. Вот, ну, повезло мне, в общем, с ними и, конечно, моим наставникам, которые меня на всем моем профессиональном пути встречаются. Я всегда им благодарна и стараюсь об этом говорить как можно чаще. Что для вас любовь? Любовь. Но любовь — это прежде всего, я думаю, понимание. Понимание и поддержка.
Мария Петровна, на этом наша глобальная часть завершается. Я подготовила 14 вопросов, на которые нужно дать быстрый и односложный ответ. Готовы? Кем вы мечтали быть в более юные годы? Балериной. Второй человек. Я вчера встречалась с Людмилой Александровной, она то же самое сказала. Интересно. Засыпай и просыпай. Что тревожит вас больше всего? Ну, конечно, это какие-то вот такие проблемные моменты на данный момент, которые надо решить, и дети. Угу. Что вдохновляет вас по-особенному? Новые впечатления, когда я меняю, скажем, свои традиционные маршруты: дом, работа, дом. Класс. От какой привычки хотели бы избавиться? От привычки, наверное, может быть, слишком много думать о чем-то проблемном. Отлично. Какое качество цените в людях? Вот одно. Качество, которое возглавляет топ. Ну, доброе отношение. А какое качество не приемлете в людях? Лживость, я думаю, и непорядочность. Часто идете к желаемому даже вопреки своему страху? Да. 24/7? Нет, все-таки ночью надо спать. Окей. На что посвятили бы свою жизнь, если бы не финансовые нужды? Ну, я бы, наверное, все-таки больше, занималась бы чем-то таким фермерским, больше общением с природой. Что вас радует в течение рабочего дня больше всего? В течение рабочего дня? Это вот именно общение с детьми, посещение образовательных учреждений. Что вы коллекционируете? Да, что-то я, по-моему, не особо-то коллекционирую. Посмотрим туда. Цветы? Да. Ну, цветы я не то чтобы коллекционирую, я вот за ними ухаживаю. Наверное, я больше, скажем, коллекционер впечатлений. Ой, класс, классный ответ. В чем женщина сильнее мужчин? В умении терпеть. Ваш самый большой страх, связанный с работой? Ну, чтобы не было чрезвычайных ситуаций. В чем ваша суперсила? Моя суперсила? Ну, тоже, наверное, в умении терпеть. Отлично. Есть ли что-то, о чем мечтаете? Ну, я мечтаю о том, чтобы у детей, ну, не только именно мои дети, вообще в целом, да, у детей вот было действительно такое интересное будущее, вот именно экологически спокойное. Я хочу, чтобы все ваши мечты сбывались и чтобы все складывалось наилучшим образом. Мария Петровна, благодарю вас за встречу. Надеюсь, было интересно. И спасибо вам большое. Уважаемые зрители. Кстати, есть что сказать, извините? Ну, спасибо за такое общение, потому что тоже для меня это было как-то так необычно, разрыв шаблона. Но я бы хотела, наверное, пожелать прежде всего нашим дорогим подписчикам, зрителям, чтобы они были открыты новому и были добрее друг к другу. И тогда будет мир прекрасен. Уважаемые зрители, благодарим вас за просмотр. Надеюсь, мы были максимально полезны. Обязательно подписывайтесь на проект, оставляйте свои лайки, комментарии. И до новых встреч! Все, Мария Петровна, спасибо.